В Ингушетии в первом полугодии социальные обязательства исполнены в полном объеме. Об этом в рамках рабочей встречи с главой Ингушетии Махмудом Аликалиматовым доложил исполняющий обязанности министра финансов региона. Тамерлан Ушугуров подвел итоги деятельности ведомства за первое полугодие. Министр отметил, что налоговые и неналоговые доходы бюджета составили в сумме 2 миллиарда 480 миллионов рублей. Это 45% от плановых показателей. В результате этой работы стало возможным исполнение всех социальных обязательств в полном объеме. Случаев задержки или срывов выплаты заработной платы в отчетном периоде не было допущено. Кроме того, удалось обеспечить софинансирование расходов на выплату универсального пособия на детей от 8 до 17 лет, которые не были предусмотрены в бюджете республики из-за недостаточности средств. Речь идет о сумме 710 миллионов рублей. На эти цели из федерального бюджета предусмотрены порядка 16 миллиардов рублей. Все социальные выплаты нами исполнены в 100% объеме. Расчет, детализацию расходов наших, 85% это расходы, связанные с образованием, социальной политикой и здравоохранением. Говорит о том, что наш бюджет направлен именно на исполнение социальных нужд, выплат заработной платы и на улучшение благосостояния населения нашего. Более подробно об итогах деятельности Минфина Республики за первое полугодие в прямом эфире мы поговорим с исполняющим обязанности министра финансов Ингушетии Тамерланом Ушугуровым. Тамерлан Русланович, ассаламу алейкум, машалла. Александр, добрый вечер. Как отразилось введение единого налогового счета на исполнение бюджета и с какими сложностями вы там столкнулись? С 1 января 2023 года в налоговый кодекс Российской Федерации был введен новый механизм. Это единый налоговый счет, единый налоговый платеж. С одной стороны, это облегчило работу организаций индивидуальных предпринимателей, когда не нужно заполнять многочисленные реквизиты при составлении платежного поручения. То есть достаточно указать ИНН и сумму платежа, и данная сумма уже распределяется от той суммы недоимки, которая стоит в первую очередь. Но в связи с введением данного механизма сложилась такая ситуация, когда в феврале текущего года одномоментно была удержана сумма с республиканского бюджета, порядка 300 миллионов. Это сумма переплаты до проведения всех процедур уточнения данного платежа. Ну, к примеру, если организация в предыдущие годы уплачивала налоги, но не представляла при этом налоговую декларацию или расчеты, то такая сумма возвращалась, уже в текущем году возвращалась на единый налоговый счет до момента представления данными организациями соответствующих расчетов. Здесь огромную работу, конечно, провела налоговая служба совместно с Министерством финансов Республики Ингушетия. Проведена была работа с организациями, финансируемыми из республиканского бюджета. Были проведены и совещания, подчеркну, что проводилась разъяснительная работа без применения каких-либо финансовых санкций. Налоговыми органами детализированно разъяснялось, какие декларации, расчеты, уведомления необходимо представить тому или иному лицу для того, чтобы сумма вернулась в бюджет. Конечно, с начала текущего года удержание столь значительной суммы из бюджета республики наложило свой отпечаток на выполнение обязательств, расходных обязательств, уже принятых на себя Республикой Ингушетия. Но та проведенная работа нам позволила в кратчайший срок решить эту проблему. Поступление, как тоже было указано, составило за полугодие 2 миллиарда 480, это 45% от планового значения. Ситуация стабилизировалась, и это все позволило нам выплатить все социальные, точнее выплаты произвести социального характера в установленные сроки. Конечно, еще одним проблемным вопросом была выплата софинансирования так называемого универсального пособия. Это выплаты, единовременные выплаты в связи с рождением и воспитанием ребенка от 8 до 17 лет. Здесь с федерального бюджета Республики Ингушетия выделялось 16 миллиардов рублей, софинансирование требовалось в сумме 710 миллионов. Пришлось изыскивать средства, оптимизировать наши расходные обязательства, оптимизировать законодательную базу, просмотреть. Удалось привлечь средства и производить выплаты также в штатном порядке в соответствии с установленными законодательством сроки. Вот мы помним, раньше были задержки с этими выплатами ЕДК, и ветеранам, и детские выплаты, которые осуществляются за счет местного бюджета в том числе. А в этом году как вы справились с этим?
Ну, знаете, в предыдущие годы большая работа была проведена практически всеми органами исполнительной власти, правительством, главой Республики Ингушетия по увеличению доходной части бюджета. Это реанимация и простаивающих предприятий, и ввод новых предприятий. Только за последние 3 года удалось увеличить поступление собственных доходов в 2,5 раза. Конечно, все это позволило не только расплатиться с долгами предыдущих лет именно в данной части, но и исполнять уже текущие платежи, то есть срок в срок, без задержек, и все идет в штатном режиме. И еще один вопрос. Важную роль играет вопрос финансирования процентной ставки по ипотечным и жилищным кредитам в рамках программы «1000 квартир». Какое влияние здесь оказала вообще сложная экономическая ситуация в стране? В Республике Ингушетия реализуется региональная программа «1000 квартир», как вы указали, участников 259. Здесь у нас проходит финансирование процентной ставки. И на эти цели в республиканском бюджете запланированы годовые значения в сумме 40 миллионов рублей. Также все выплаты производятся. Это достаточная сумма для финансирования данной программы. Первое полугодие вы завершили. Дальнейшие планы какие? Ну, конечно, придерживаться тех же темпов. Если смотреть на наш бюджет, он направлен на выполнение всех социальных обязательств. И даже из нашего бюджета видно, что акцент делается на улучшение благосостояния жителей республики. Ну что ж, на этом все. Желаю вам успехов и плодотворной работы. Спасибо за визит в нашу студию. Спасибо вам.